Первые появившиеся две секты – это шииты и хариджиты. Шииты – это сторонники Али, рады Аллаху анху. Хариджиты – это те, кто откололись от его войска и ушли, от глагола хараджа. Сначала они были чисто политическими движениями, просто «я за Али», «я против Али» и все. Но потом постепенно у них и в акиде или фикхе начинают появляться отклонения. И, естественно, с этим что-то нужно делать. Плюс еще позднее появилась третья секта, которая оказала наибольшее влияние на становление акиды, это му'тазилиты. Му'тазилиты, их главная ошибка была в чем? Они поставили разум выше Корана и Сунны. Мы же говорим сначала Коран, потом говорим Сунна и потом все остальное. Они на первое место разум поставили, логику. И в результате заблудились. И когда, естественно, появляются секты, задача ученого какая? Задача ученого такая же, как у врача. Врач лечит болезнь двумя путями. Первое, он подбирает лекарства и пытается лечить болезнь. Если болезнь не получается вылечить, то обязанность врача какая? Вторая – установить карантин, чтобы болезнь не распространялась. И здесь ученый тоже должен был сделать то же самое. Во-первых, он должен был с этими людьми, с сектантами спорить, им объяснять, в чем они неправы. Если они принимали его позицию, делали тауба, все прекрасно. Если они с ним не соглашались, то что нужно делать? Нужно пойти к другим мусульманам и сказать: «Зитлер, вот эти люди ошибаются, они идут неправильным путем, они противоречат Корану, Сунне вот в таких-то, таких-то вопросах, поэтому за ними не следуйте, это неправильный путь». И вот му'тазилиты во время правления 3 аббасидских халифов обрели очень большую силу. Один из му'тазилитов был советником халифа. И они попытались силой навязать свою акиду всему исламскому миру. И вот здесь появляется сопротивление му'тазилитам, появляется понятие ахлюс сунна валь джамаа. Все об этом понятии слышали? Суннизм по-русски, то есть ахлюс сунна валь джамаа. Ахлюс сунна – последователи сунны, валь джамаа – последователи общины. Под общиной имеется в виду сахабы пророка, то есть те, кто следует путем пророка и его сахабов. Вот это ахлюс сунна валь джамаа. Это мы с вами. Если говорить современным языком, это 4 масхаба в фикхе и 2 школы в акиде. То есть появляется ахлюс сунна валь джамаа, 2 ученых против му'тазилитов пишут книги и, естественно, людям объясняют. Первый из них Абу Мансур аль-Матуриди, это тот ученый, по школе которого мы с вами идем. И второй Абуль-Хасан аль-Аш'ари, это аш'аритская школа. Но чтобы было понятнее, можно сказать, что ханафиты преимущественно все являются матуридитами, а все остальные 3 масхаба преимущественно являются аш'аритами.